Грохот и боевой настрой. Так проходят совместные тактические учения вооруженных сил Абхазии. Они носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей страны. Сегодня на завершающем этапе командно-штабных мобилизационных учений на полигоне Цабал приняли участие военнослужащие стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования, армейская авиация, беспилотные ударные и летательные аппараты, бронетанковые подразделения. Командно-штабное мобилизационное учение стало очередным этапом широкомасштабных учений, которые охватили органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование территориальной обороны, военные комиссариаты. Был выполнен комплекс задач в составе органов управления различного уровня с присущими им функциональными обязанностями. Задействованы роты быстрого реагирования, разведки, огневой поддержки, минометной батареи. В течение апреля месяца провели ряд тактико-специальных учений с разведротой, минометной батареей, инженерно-саперным взводом управления связи. Разведрота провела трехдневные тактико-специальные учения в горно-лесистой местности с инструкторами Министерства обороны. Минометная батарея провела полевые выходы с артиллерийской группой Вооруженных сил Республики Абхазия, также трехдневные курсы. На сегодняшний день мы провели командно-штабные мобилизационные учения с завершением этапа боевой стрельбы. В ходе учения офицеры с учетом передового опыта получили практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, а также уточнению на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону с учетом выработки более совершенных методов управления войсками. На завершающем этапе на полигоне Цабал состоялись боевые стрельбы, в которых приняли участие военнослужащие стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач, ведь именно в полевых условиях войска в целом и каждый солдат в отдельности может проявить себя по максимуму. Здесь роты быстрого реагирования и других направлений. Спасибо, что вы отозвались. Это не сегодня вы начали, это уже несколько дней, оно идет, но оно завершилось сегодня с этапом боевой стрельбы. Как секретарь Совета Безопасности сказал, оценка удовлетворительная, пятерка в армии это не ставится. В командно-штабных учениях также была задействована армейская авиация, беспилотные ударные и летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия. Личный состав в ходе учений показал высокую выучку и готовность к выполнению задач по предназначению. То, что мы сегодня увидели, показывает, что есть на самом деле неплохая подготовка достаточная, но надо совершенствоваться, больше таких учений проводить. Ну и материально-техническое обеспечение гораздо лучше, чем это было раньше, но нужно еще наращивать. Много чего нужно сделать, но то, что мы сегодня увидели, нас достаточно удовлетворяет. Я хочу сказать, что учения прошли удовлетворительно. Спасибо всем. Цели достигнуты, силы противника отражены. Занимаемый рубеж удалось удержать. От имени министра обороны Абхазии отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты и медали. Ульяна Рожкова, Алексей Агухава, Давид Авицба, Абхазское телевидение.